скорбную дату, 22 марта, мы вспоминаем жителей деревни Хатынь и других белорусских деревень и городов, зверски уничтоженных фашистами в годы Великой Отечественной войны. Войны, которая 85 лет назад ворвалась в наш дом и забрала каждого третьего белоруса. Сегодня, в день памяти жертв Хатынской трагедии, память и долг привели нас в урочище Андреево, которое является символом неутихающей скорби о мирных людях, ставших жертвами политики геноцида. Больно осознавать, сколько новых жизней так и не появилось на свет, сколько детей не повзрослело, сколько судеб оборвалось из-за безумных идей, слепой ненависти и кровавой жестокости. У белорусов всегда был и остается дух всенародного сопротивления. Его символ – непокоренный человек, который, восстав живым из огня, с телом мертвого сына на руках, сквозь время несет вечное проклятие фашизму. Долг ныне живущих перед павшими бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать беде вновь разыграться на нашей святой земле. Слово предоставляется председателю Слонимского районного совета депутатов Олегу Мячеславовичу Таргонскому. Уважаемые участники митинга, сегодня мы собрались здесь, чтобы разделить боль, которая не имеет срока давности. 83 года назад, 22 марта, фашистские изверги ворвались в белорусскую деревушку Хатынь, согнали всех жителей в колхозный сарай, обложили соломой и подожгли. Забыть эту трагедию значит предать их память, а это, конечно же, недопустимо. Вечная память всем, кто погиб в те страшные годы. Низкий поклон ветеранам и всем, кто выжил и поднял страну из руин. Пусть всегда над нашей Белоруссией будет чистое и мирное небо. Своя Хатынь есть в каждом уголке нашей страны. Так и урочище Андреево, где мы сегодня собрались, является такой точкой на карте Слонимского района. Генеральным прокурором Республики Беларусь в 2021 году было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период. В 2022 году был принят закон о геноциде белорусского народа. Справ і простих подій у звичайним щоденним життя карагоді скрозь десятигоддя я бачу людей, як быццам сама в 41-м тым годзе. Зноў чэрвень, і раптам сярод цішыні варожая зграя фашысцкай гарматай на доўгіх, амаль што 4 гады павісла над нашай зямлёй чорнай здрадай. Мне чуюцца крыкі і стогны дзяцей, ні ў чым не павінных, светлых і чыстых. За што ім той боль і жах ад бяды? Чарга кулямётаў, стрэлы фашыстаў. У ясных, блакітных дзіцячых вачах стаіць немец, кат і забітая маці. За што ім той боль? За што ім той жах? Ім ж болей вясну разам не сустракаці. Нібыта праклён паўстае ўспамін. Згарэлае збожжа на шэрым іржышчы, нема болей жыта, на ім сотні мін. Замість светлых хат чорныя папялішчы. Паслухайце, чуеце? Голас зямлі, яна быццам плача і просіць нібыта, каб мы шанавалі, каб мы бераглі імёны ў сэрцах, не ў каменных плітах. Я чую Хатыні напад цішыні і моўчкі
низко до самой земли поклонюся. Яна сведка той незабытой войны, боль, память и горечь моей Беларуси.